Меджлис подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Она связана с запретом российскими властями деятельности Меджлиса и включением его в список экстремистских организаций. В представительном органе крымских татар считают, что эти действия нарушают статью 11 о свободе собраний и объединений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Также заявители отметили, что членов Меджлиса преследуют в связи с их политической позицией. В прошлом году, в апреле, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова и России. Все документы в Гааге. Мы абсолютно уверены в том, что решение будет позитивным. Какое бы ни было бы решение, Россия его выполнять уже заранее не намерена. Сила. Другого ничего Россия не понимает. Речь не идет о войне. Речь идет о углублении экономических санкций, в первую очередь. Это введение эмбарго на энергоносители России. Международное сообщество должно запретить всем странам покупать нефть и газ России.